Мои дорогие, добрый вечер, Седик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как ты так у Лейлы». Друзья, я приветствую вас всех на своем канале и хочу поблагодарить вас за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Такие добродушные, такие хорошие комментарии. Огромное-огромное вам спасибо. За 2 этих ролика последних, особенно за ролик, где я показывала горы, мы ездили в горы, очень такие приятные комментарии. Я сама как-то тоже еще в таких эмоциях даже до сих пор. И от того, что вы мне так написали, и вам понравилось, как мы снимали, хотя, может быть, мы не, можно было бы и получше, и рассказать побольше. Но ничего, мы еще съездим, надеюсь, с вами вместе и расскажем больше, и покажем и горы наши, и историю нашу понемножку будем рассказывать и показывать. Если вам, конечно, интересно, просто некоторые в личке у меня писали, что нужно было побольше рассказать там о башнях, побольше рассказать о как и чем жили раньше. Но это потом. Друзья, просто вот как получилось, так получилось. И в следующем ролике, который был про то, что мы готовили 8 кухонь, не 8 блюд, друзья, а нам надо было приготовить по 3 или по 4, даже я уже не помню, сколько было, блюд 8 кухонь Кавказа. Но мы, конечно, справились не на все 100%, я это уже вам говорила, но мы все равно справились, я считаю, потому что отзывов хороших тоже было много. Были и довольные, но вот одна женщина осталась немножко нами недовольна. Ну и то, что поделать, мы же все-таки как-то и не святые, и не ангелы, мы люди, и форс-мажорные обстоятельства, много чего. И, ну вот, в следующий раз, может быть, будем немножко поумнее, попроворотливее. Так получилось. Вот так вот, друзья, сегодня что я хочу сделать? Я покормила своих, мне нравится делать что-то вечером, если честно, когда уже мои сыновья, моя семья уже поужинала и все разошлись. Хотя они 100 раз еще чай придут пить. Но тем не менее у меня сейчас несколько часов есть, что их пока не будут. Они будут заняты своими телефонами, кто фильм смотрит, кто в игру играет, Ибрагим там уроки учит. Все разбежались, я осталась одна, я их сегодня накормила варениками с картошкой, помыла всю посуду. И у меня еще уже 3 дня тому назад стоит купленный кизил, друзья. Мне нужно засыпать сахаром этот кизил. Сегодня варить не буду, просто скажу, что я хочу сделать. И у меня еще стоят баклажаны, помните, тоже 3-4 дня тому назад. Но это не все у меня еще стоят, я просто их помыла. Ну, не знаю, сколько буду замораживать. Хочу заморозить баклажаны быстренько, потому что они уже как бы стоят уже 3-4 дня, жалко мне их. Никогда не замораживала. Но на просторах Ютуба часто встречаю, что даже знакомые блогеры, что они замораживают их. А дело в том, что некоторые, наверное, кто со мной давно, знают, что нам с сыном очень нравится яичница с баклажанами, поэтому хочу вот и кружочками заморозить для яичницы как бы нам, и кубиками еще заморожу. И что еще? И еще мне нужно сделать, у меня заказ мант и пельменей. Ну, посмотрим, что я успею, что успею, то сегодня сделаю. Но манты 100% мне нужно успеть, потому что это не один заказ, пельменей одного, манты другого заказчика. Поэтому, друзья, ну давайте будем приступать к работе. И вы сегодняшний вечер будете со мной, надеюсь, если, конечно, раз вы меня смотрите, значит, вы со мной. Вы моя семья, вы мои друзья. Я вам безмерно еще раз скажу благодарна, хотя, ну, я безмерно вам благодарна, не буду ничего говорить. Так. А теперь займемся баклажанами. Так. Вот, значит, подготовим баклажаны к заморозке.
Обрежем хвостики. Но я не буду, конечно, все это делать на камеру. И вот как я хочу, я вам сейчас покажу. Вот, одни будут вот такими вот кружочками. Не очень толстыми, не очень тонкими. Я еще раз скажу, что я первый раз замораживала. Просто сегодня полазила по ютубу, посмотрела, кто как что делает. Некоторые делают, не бланшируют, как бы не кипятят, но многие говорят, что, и моя подруга тоже сказала, что если их не кипятить, то потом после разморозки они бывают как бы как резиновые. Поэтому, значит, мы их будем немножко бланшировать. Так. И вот таким вот кубиком тоже мелким нарежу. Тоже пригодится хоть куда. Вот так вот. Ну все, друзья, я подготовлю все это, и потом мы вместе с вами будем их бланшировать. Так, друзья, и вот процесс у меня уже идет. Пока я нарезала, я сюда закинула уже вот кружочками, ну, буквально 5 минут в кипящую воду. И вот так теперь сейчас на дуршлаг и дам стечь в воде и остыть, чтобы потом их упаковать в пакетики, в кулечки. Так. Вот так вот. И нарезала я 3 вида баклажан. Вот такими. И кубиком. Сейчас покажу. И вот такими вот кубиками. Вот надо еще брусочками. Вот, еще и кружочками. Еще есть баклажаны. Вот, а эти сейчас пока будут остывать. Ну все, друзья, закидаю еще. Потом подключусь. Так, ну и вот теперь вторая партия готова, пока я нарезаю все. И вот так вот пробланшируем все наши баклажаны. Остужу и в зип-пакеты. А зимой посмотрим, когда будем готовить, что и как. Все. Так. Я вас пошатнула. Теперь вторую партию круглых я закину. Ну вот, друзья, вот так вот продолжим нашу работу, как бы. Видите? Так, ну и вот так вот, друзья, у нас баклажаны готовы. Вот так укладываю я их вот в такие вот зип-пакеты. Так, интересно, видно? Видно. Так. Они у меня остыли уже. Вот так вот.
Так, ну вот, друзья, закончила я укладывать баклажаны. Значит, у меня получилось вот таких вот 3. Это для салата по-корейски. У известной нашей корейского блогера. Я не знаю, говорят, что нельзя называть на канале других блогеров. Не знаю, правда или нет, но я очень люблю, как она готовит, и вы ее все-все-все знаете. Это просто в большинстве случаев для нашей яичницы. Ну, это в любое рагу, видите, как руки испачкали баклажаны. Но не умею я в перчатках ничего делать. Мне даже Мадина целую стопку принесла перчаток одноразовых. Вот так. Друзья, ну и вот сейчас приступим к нашим заказам. Так, значит, у меня тут 2 килограмма муки, тесто для пельменей, мантов, чебуреков. Я делаю одно и то же. Значит, 2 килограмма муки, литр воды, 6 ложек растительного масла и 1 столовая ложка соли. И все из этих ингредиентов замешиваем тесто. Муку купила вчера. Такая как с оттенком лимона, что ли, как бы сказать, я даже не знаю. Не ярко-белая, а прям такая вот какого-то цвета такого. Ну вот, друзья, пока у нас тесто минут 20 должно полежать, отдохнуть как бы, я подготовлю фарш и лук. Ну, фарш я уже прокрутила, а лук я нарезаю обычно вот таким вот кубиком. Вот в таком вот устройстве как бы. Ну, терка такая. Сейчас покажу. Я уже показывала много раз, но все равно есть вопросы какие-то. Вот такой вот лучок кубиком. Раньше, конечно, нарезала руками. Так, и дело в том, что я, наверное, неправильно называю. Мне кто-то говорил, что не манты, а манты. Но не знаю, как-то привыкли. И всегда манты да манты. Так, иногда она у меня как бы барахлит. Вот так вот. И пишут, что манты хорошо, ну, манты делать как бы с нарезанного мяса. Но когда на заказ они идут дороже, и люди заказывают уже просто через мясорубку, чтобы было мясо. Редко у кого бывает заказ, чтобы манты были с нарезанного мяса. Так, друзья, значит, теперь фарш, как я сказала, я уже подготовила, сюда положила, просто покажу. Здесь килограмм у меня говяжьего фарша, 250 грамм тоже говяжьего жира. Друзья, мне много пишут, что нужно добавлять там курдюк, нужно добавлять бараний жир, но у меня клиенты не заказывают с бараниной и манты. Во-первых, только говядина, и чтобы, ну, действительно запах курдюка или запах овечьего бараньего жира они не хотят. Поэтому так. Но без жира мясо обычно я покупаю такое постное, поэтому добавляю жир, чтобы они были сочные, вкусные. Ну, в этом роде, короче говоря. Так, значит, сюда я добавляю 30 грамм соли. И немножко как бы лук вот так вот, видите, какой он кубиком. Чтобы пустил сок, немножечко его помну.
прежде чем добавлю сюда мясо. Вот, теперь добавим мясо. Так, значит, ну вот так вот на кончике чайной ложки красного перца и чуть-чуть побольше черного перца я добавляю. Вот так вот. И тщательно перемешиваем. Добавляем также кружку воды. Можно даже еще добавить. Я посмотрю. Так, друзья. Теперь займемся нашим тестом. Оно у нас полежало. Теперь мы его просто немножечко помнем, приведем в чувство. Такое вот эластичное получается тесто. Я люблю делать манты, что-то вот, что я делаю, когда уже вот все спят, чтобы меня никто не беспокоил. Днем не получается, когда еще мальчики дома, тем более, ну, как они легли, спокойненько себе работаю как бы. Так, ну вот, друзья, теперь будем лепить наши манты. Дело в том, что, друзья, я тесто раскатываю на тестораскатке, поэтому буду делать вот такие вот как бы полоски, чтобы пропустить через тестокатку. Немножко так раскатываю их как бы. Я потом в последнюю очередь покажу, как раскатывать машинкой. Этой тестораскаткой меня просили показать и сказать, довольна ли я. И, честно признаюсь, я не очень довольна этой тестораскаткой, но она все-таки мне очень помогает. Во-первых, у нее падает ручка. Так, мне там писали, что ее нужно закрепить, но мы ее еще не закрепили. И, конечно, было бы хорошо, если бы она была электрическая. Но все равно нам не помогает. Так, просто сейчас я снимать камеру, показывать не буду, быстро налеплю. А последнее я вам все-таки покажу, как и что. И вот так, пропустила я через тестораскатку. Вырезаю я вот таким вот ведерочком, ну, из-под сметаны, из-под майонеза ведерочка. Это просто у меня такое ведерочко для жидких блюд, как бы.
Так, и вы мне писали, что лучше делать квадратные, чтобы не было обрезков. Ну ничего, эти обрезки не пропадают, я их снова пускаю в тесто. Не знаю, мне нравится эта моя форма, и людям тоже она нравится. А обрезочки не пропадают, все равно снова перепускаем. Просто такая форма, вот более, получается, она как бы более пышнее, мне кажется, более крупнее. Ну, не знаю, как привыкла на работу, как пошла в кафе. Вот в первом кафе делали из квадратного теста, а вот во втором уже из такого, из круглых, как бы круглые делали манты. Поэтому, друзья, не знаю, мне эта форма как-то больше понравилась, мне кажется. Хоть и обрезков больше, но тем не менее. Тесто, как видите, очень тонкое. Не знаю, наверное, видите. Монтах, оно должно быть тонким, по-моему. Толстое тесто. Я люблю, конечно, тесто в пельменях, чтобы было чуть-чуть такое, ну, чтобы они не были очень тонкими. Так, ну вот, друзья, это у меня уже второй лоток я налепила. Просто я их быстро ставлю в морозилку, чтобы иногда они у меня что-то не замерзают быстренько. Вот так вот. Ну, еще 2 лотка мне надо налепить. Сейчас быстро поставлю в морозилку. Он у меня в том доме. Ну вот, налепила я 2 лотка уже. Мант, друзья, мне еще нужно лепить еще 2. Эти я сейчас быстро поставлю. Ну вот, друзья, я закончила лепить манты. Значит, у меня получилось 4 лотка и вот 3 штучки. Ну, всего чуть больше 4 килограмм. Там 4200, 4300 с 1 килограмма фарша. И у меня осталось еще килограмм теста. Так что вот так вот, друзья, что получается из этого у нас. А дальше я буду лепить пельмени. Так, друзья, значит, манты у меня уже в морозилке. Но я хочу показать уже спокойно, когда они в морозилке, потому что у меня иногда они до утра даже не замораживаются, не знаю почему. Делаю вот такие вот заготовки, друзья, которые сейчас буду пропускать через эту машинку и вам покажу, продемонстрирую. Так, значит, друзья, вот моя тестораскатывающая машинка. Она дешевая, стоит 1200 рублей. По-моему, даже есть на Алиэкспресс. Моя подписчица говорила, что купила. Вот что тут есть. Значит, вот эта вот штучка регулирует диаметр между этими двумя вращающимися как бы барабанами. Тут 8 ну, 8 разных функций, как бы толще, тоньше, чтобы делать тесто. Я сначала делаю немножечко подшире диаметр, чтобы тесто, ну, сразу не раскатывать прямо вот тонко, потому что машинка может сломаться. Вот пропускаю через вот такую вот широкую сначала.
Единственное, что здесь в ней плохо, падает эта ручка все время. Мне как-то говорили, что нужно ее прикрепить, но я что-то не запомнила и не записала как. Теперь нужно немножечко уменьшить, как бы, диаметр. Так, на манты я ставлю где-то вот на 6, на 7. Так, ну и вот ширина как бы и толщина. Можно еще чуть-чуть тоньше сделать, но я не хочу тоньше делать. Сейчас еще вторую уже также раскатаю. Так, правда, у меня фарша нет уже, для пельменей только приготовленная, но я несколько штук еще сделаю, поближе покажу, может быть, кому-то будет интересно еще раз лепку. Хотя у меня и несколько раз на канале есть. Вот, видите, вот. Очень удобно. Мне кажется, для меня удобно, потому что раскатать тонкое тесто в круг все-таки трудно. Так. И вот так вот ведерочком. Ну, уже у меня есть, я не буду больше показывать. Пока это отложу и на этих 3 штуках вам покажу еще раз поближе, как лепить. Сейчас. Как я сказала, у меня пельменный фарш, ну ничего. Просто задаются вопросы, я поэтому повторяюсь, показываю. Так, вот. Соединяются вот эти 2 штуки. Потом вот так. И потом вот так. Так, вроде видно, нет? Видно. Вот. И вот так вот. Много, конечно, у меня про эту форму, почему так, я уже повторяюсь, почему этак. Ну вот нравится мне такая форма. У меня даже недавно был заказ квадратных, я никак не могла приноровиться и сделать эти квадратные манты. Они у меня были друг на друга не похожие. Вот. Ну, это не розочки, просто такая вот формочка интересная. Вот так вот, друзья. На этом я, наверное, как бы закончу сегодня. Ну вот, друзья, манты мои, как видите, уже готовы, замерзли. Это 2-й день, я хоть и попрощалась, но хочу показать, вот как я их отправляю. Значит, здесь много было вопросов, почему 800 грамм, почему 900 грамм. Сама не знаю почему, но вот так делают. А этот заказ у меня, мои дорогие, по килограмму. Так что вот так. Перевесом идут. Одну снять, то не хватает немножко. 3 граммов. А? 3 граммов не хватает. Да, ничего. Лучше с перевесом. И вот так вот наполним все. Ну вот, друзья, заказ мой. Сейчас такси приедет, отправляю. Значит, получилось у меня 4 килограмма мант и 242 грамма еще.
из килограмма фарша говяжьего и 3 килограмма теста было. И осталось, как я сказала, кило с лишним теста. Ну вот по своим расценкам посчитайте, что и как у вас там. Потому что у меня мука стоит по-другому, у вас по-другому, лук по-другому. Просто рассчитайте, как и что. И если кто там хочет заниматься этим делом, выгодно, невыгодно, по какой цене продавать и что делать. Значит, я же уже, ну повторюсь, ладно уж. Килограмм говяжьего фарша, килограмм лука, 250 грамм жира, ну, для теста там 5-6 растительных ложек, столовых ложек масла, 2 килограмма муки и соль, все. Можете рассчитать, от того, что я сейчас рассчитаю, это будет все равно по-другому, а вы рассчитайте по своим расценкам. И вот Мадина сегодня пришла на обед, вот такой вот я им сегодня по-быстрому ей сделала обед, малосольные помидорчики, наши галушки. Вот так накрутила их по-быстрому. Сейчас отправлю в манты.